Осенние праздники давно отпраздновали, теперь осталось признаться в любви. Поздравить наших пап, поесть блинов. И все, девочки, весна, всем креативного настроения. Вы смотрите «Зеркальце». Меня зовут Альфия. Я Нелли. Девочки, сегодня мы сделаем оригинальную упаковку для подарков. Тем более впереди столько праздников, что без креативной упаковки нам просто не обойтись. Обожаю творить и фантазировать. Тогда начнем. Сегодня нам понадобится декоративная бумага, линейка, ножницы, клей, карандаш и картон. Хорошее настроение и фантазия. Сначала сделаем саму коробку. Берем лист картона нужного размера. Подай мне карандаш. А что можно подарить в этой упаковке? Да все что угодно, кроме слона и верблюда. Конечно, подарок можно упаковать и в мешочек, но коробочку сделать проще. Точно, особенно если вы начинаете осваивать это мастерство. Тем более это быстрее. Когда вам внезапно позвонили и сообщили, что вас, оказывается, ждут на вечеринке, вы просто обязаны преподнести что-то маленькое и миленькое. Можно коробочку купить в магазине. Но это дорого, иногда даже дороже, чем стоит сам подарок. Можно использовать коробку из-под чего-либо, маленькую из-под телефона, либо большую из-под босоножек. Но это только нашим родителям свойственно хранить все коробки в кладовке. А за нами такой привычки не водится, так что не помешает научиться делать коробки своими руками. Я вообще люблю всякие коробочки. Я тоже. Чертеж нашей коробочки готов. Ты пока ее вырезай, а я сделаю крышку. Я доделала. Молодец. Теперь нужно отогнуть стороны. Осталось ее обклеить декоративной бумагой и придать ей форму. Готово. Теперь нужно вырезать. Ты вырезай пока крышки. Хорошо. У тебя получается? Да. Кстати, девочки, вместо декоративной бумаги можно использовать обои, которые можно найти в любом доме. Эти, например, остались после ремонта моей комнаты. Кстати, выбирала я их сама. Красивые. А вы когда-нибудь задумывались, откуда взялись обои? За 1000 лет до нашей эры появились тканые обои. Оказывается, их изобрели еще в древнем Вавилоне. Во времена далекого средневековья прообразом современных обоев были гобелены, которые представляли огромные полотнища ткани с изображением древних сражений и исторических событий. А как же появились бумажные обои? Как вы знаете, многие полезные открытия пришли к нам из древнего Китая. И, по всей видимости, китайцы и начали украшать стены бумагой сразу после ее изобретения. И только в VI веке японцы вывели свою технологию изготовления обоев. Позднее, лишь в VIII веке, изготовление обоев перекочевало в Европу. Раскрашивать обои приходилось вручную. Намного позже, в XIV веке, появился еще один способ нанесения рисунка на бумагу. На печатную форму, сделанную из дерева, наносили слой краски, осторожно прикладывали к ней бумагу и прокрашивали валиком.
В настоящее время при изготовлении обоев используют разные современные технологии, разнообразные материалы. При этом неизменной остается область применения этого изобретения – украшать свой интерьер, делать дом более красивым и уютным. Вот что у нас получилось. Осталось придать ей форму. Коробочка готова, осталось сделать крышку. Девочки, вариантов много, смотрите внимательно. Такой шедевр получился у нас. Девочки, слабо повторить. Конечно, дарить и получать подарки – это искусство. И, конечно, когда идешь в гости, нельзя забывать о волосах и прическе. Смотрим и учимся. Мастер-класс.
Сегодня мы получили незаменимые советы и научились делать вот такую оригинальную упаковку. Узнали много интересного и научились делать еще одну стильную прическу. Девочки, надеемся, что вам понравилось. А если что-то не успели записать, то вы всегда можете посмотреть схему коробочки у нас в группе. Наше время подошло к концу. А ваша только начинается. До скорых встреч в нашей мастерской. Пока-пока!